Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое, что вы нашли время, согласились с нами пообщаться сегодня. Тема нашего интервью – российские квоты для абхазских абитуриентов. И начнем, пожалуй, вот с такого вопроса. В 2022 году Россотрудничество объявило о том, что будет увеличивать квоты, есть планы, во всяком случае, увеличить квоты для абхазских абитуриентов. Вот в 2023 году какая у нас ситуация? Какие новости? Ну, добрый день, и тоже со своей стороны хочу поблагодарить за возможность, по крайней мере, рассказать о наших квотах, о нашей квотной кампании. Да, действительно, в 2022-2023 год у нас было увеличение количества квот до 110. До этого, как вы знаете, у нас было 56, по-моему, квот в прошлом году. Сейчас мы увеличили практически 56, потом было 90, и вот сейчас мы увеличили до 110 квот. При этом достаточно большой акцент был сделан именно по просьбе Минэкономразвития абхазского на предмет того, чтобы дать квоты по линии Росавиации. И нам выделили 32 целевые квоты как раз-таки в области гражданской авиации для того, чтобы мы могли подготовить, по крайней мере, ребята могли подготовиться по таким специальностям, которые нужны для аэропорта и для обслуживания воздушных судов. 110 квот, вы сказали, это все они на высшее образование? Нет, 110 квот, как раз-таки из этих 110 квот, да, хорошо, что вы на это сделали акцент, потому что из этих 110 квот у нас 14 квот идут на среднее профессиональное образование, это впервые в Абхазии, это как раз-таки для тех ребятишек, которые после 9 класса смогут поехать и получить среднее профессиональное образование в колледже либо в техникуме в России. Скажите, пожалуйста, а вот какие есть вообще специальности и где можно посмотреть вот эту информацию? Ну, специальности у нас, во-первых, те, которые уже исторически востребованы в Абхазии, это и медицина, это и культура, по направлению медицины, по направлению культуры. И кроме этого, сейчас мы сделали больший акцент все-таки на технические специальности. Это и Минздрав еще из таких вот, которые постоянно у нас пользуются спросом, это Минздрав. Сейчас сделали акцент на технологические, на технические специальности. Это и IT-специальности, это программирование, это робототехника, это информатика, это радиоэлектроника, причем в разных областях. Это не обязательно, что это там в авиации, это может быть в любых областях промышленности применяться. Поэтому вот где-то вот основные это вот эти вот направления, на которые сейчас выделяется. А саму информацию где можно посмотреть? Саму информацию можно посмотреть. Во-первых, мы ее даем у себя на наших информационных ресурсах. Мы даем эту информацию в нашем телеграм-канале. И вот, наверное, пока вся. То есть это вот Facebook, телеграм-каналы и ВКонтакте. Насколько я понимаю, в Абхазии все-таки наибольшей популярностью пользуются Facebook, Instagram и Telegram. Поэтому вот я думаю, что это лучше вот наиболее здесь. И, конечно же, мы используем, по крайней мере, средства массовой информации, то, что мы можем донести через газеты и через телевидение. Дмитрий Геннадьевич, а вот скажите, какие наиболее востребованные направления, профессии, да? И есть ли что-то новое? Вот вы сказали авиация, да? Вот смотрите, на самом деле востребованы, как я и сказал, исторически это получается, это у нас культура, это медицина, здравоохранение, и это экономика, юриспруденция. Но новое – это то, что касается IT-направления, это то, что касается робототехники, это то, что касается гражданской авиации. Да? Но при этом я достаточно часто слышу по поводу того, что зачем нужны эти направления здесь, в Абхазии, если здесь, в общем-то, в основном больше это присутствует сфера туризма, да, и больше присутствуют, скажем так, те отрасли, которые не относятся к IT-программированию, вернее, к IT и к программированию и робототехнике. Но я абсолютно 100% убежден, что как раз-таки именно эти направления будут в будущем востребованы в Абхазии, потому что республике в любом случае необходимо развиваться, и она будет развиваться. И в любом случае будут сюда заводиться инвестпроекты, которые обязательно... Мы сейчас, в наше время, мы
А от этих областей никуда не двинемся. Без работы в этих направлениях страна просто-напросто затормозится, и поэтому, а с учетом, ну, взять хотя бы ту же самую дорогу, которая проходит через всю Абхазию, да, в конечном итоге все равно ее необходимо обслуживать, если там необходимо структурировать всю логистику на этой дороге. Кроме этого, если мы возьмем, опять же, сельское хозяйство, то в сельском хозяйстве в будущем без беспилотников мы никуда не обойдемся. В любом случае здесь необходимо будет и автоматизировать процессы в сельском хозяйстве. И здесь, опять же, никуда без программирования, без этих направлений мы никуда не денемся. Поэтому, мне кажется, это будущее за Абхазией, и эти направления обязательно необходимо развивать. Я, конечно, не отрицаю, что и культура необходима, и здравоохранение необходимо, но что касается, например, то же самое вопроса экономики, вопроса юриспруденции, то, мне кажется, с этим очень хорошо и прекрасно справляется Абхазский государственный университет, и ребята могут спокойно по этим специальностям поступать здесь и получать здесь такие же прекрасные знания. А что касается, например, тех знаний, которые здесь не востребованы, эти, конечно же, мы с удовольствием предложим в России. Но опять же, повторюсь, что всегда, где бы я ни говорил и какие бы интервью ни давал, мы исходим из позиции того, что да, Россия даст знания, Россия может показать те достижения, которые сейчас есть в мире. Но это все только лишь при условии того, что ребята смогут вернуться в Абхазию и смогут, в общем-то, работать на благо этой страны. То есть найти себе применение. Конечно, конечно, да. Скажите, а вот при выборе этих направлений, специальностей Россотрудничество, оно вот как-то консультируется с абхазской стороной? Как это вообще происходит? Сам процесс, когда формируются квоты и когда формируется направление, то, конечно же, он ежегодно, ну вот сейчас мы опять же весной будем подавать запросы в профильные министерства с просьбой о том, чтобы нам предоставили информацию в необходимом количестве специалистов в той или иной области. Соответственно, мы получаем эту информацию от ваших профильных министерств, передаем эту информацию в Миноборнауки России. Там уже в соответствии с возможностями и с квотами смотрят, сколько могут выделить для страны. И исходя из тех потребностей, которые мы предоставили на основании данных ваших профильных министерств, формируется вот эта, собственно, квота и формируется вот эта разбивка по вот этим направлениям. А в какие вузы можно будет поступить вот в этом году? Ну, в вузы там можно поступить практически во все, которые есть на территории России. Но, естественно, ребята хотят в первую очередь поступить, это исторически, это Москва, Санкт-Петербург, там Казань. Ну, вот еще достаточно пользуется популярностью Нижний Новгород и Краснодарский край, и Южный федеральный округ задействован. Вот. Но, в принципе, как бы, ребята могут поступить в любой вуз. При этом у них как бы есть возможность такая. Мы здесь помогаем ребятам в соответствии с их потребностями предложить им те вузы, где наиболее, ну, скажем так, хорошо развивается специальность, на которую ребенок хочет поступить. Но ребенок при этом может выбрать себе до 6 вузов. Он определяет, в какие там приоритетные для него, которые для него, и которые потом не приоритетные для него. А дальше уже, если он проходит первый этап отбора, да, то есть после этого уже вуз определяет, какого ребенка он может взять к себе, потому что у каждого вуза есть свои баллы, своя шкала, по которой они уже отбирают, что вот этот ребенок проходит, этот ребенок не проходит. И если этот ребенок по нашим тестовым испытаниям прошел, но в этот вуз он не попал, предположим, там очень высокая степень, бальная шкала, то ему предлагают, да, не добрал, то ему предлагается следующий вуз, который он выбирал там, ну и последующий, то есть те вузы. Может быть другая ситуация, когда он по своим знаниям попадает и в этот вуз, и в этот вуз, и в этот вуз. 3 вуза, ну тогда уже ребенок определяет, в какой из этих вузов он как бы для себя решит поехать и учиться. Ну вот для тех кандидатов, которые, скажем, определились уже, да, с направлением, со специальностью, что они должны делать? Они заполняют анкету, да? Где это делается, как? На сайте Education in Russia они заполняют заявку, и если и там же они заполняют анкеты и все необходимые данные, которые, ну, необходимо прикрепить, ну, то есть копии там паспорта, документ об образовании, медицинской справки. Все написано на этих информационных ресурсах. И если у него возникают какие-то трудности с заполнением, если ему что-то непонятно, то он может прийти к нам сюда,
в Россотрудничество, и здесь наши консультанты ему помогут заполнить эти все необходимые ресурсы. Если же, вплоть до того, что если же ему самому трудно это сделать, то тогда наши консультанты помогут здесь. Мы специально поставили компьютеры, отдельный компьютер поставили для абитуриентов, чтобы они могли здесь уже все эти данные ввести. Если же они это делают дома, и потом, в любом случае, когда они эту заявку определяют, когда они подгружают свою анкету и свои там данные, все необходимые, то после этого наши консультанты отслеживают это здесь. И если возникают какие-то недочеты или что-то сделано не так, то связываются с этим абитуриентом, подсказывают ему, как это лучше сделать, либо что необходимо исправить. И только после этого они отправляются в Москву. Когда завершается регистрация заявок? Что дальше? Регистрация у нас завершается 20 февраля. После этого для ребят будет определено время тестовых испытаний. То есть те ребята, которые идут на бакалавриат и которые идут на специалитет, для них будет определено время, когда они будут проходить тестовые испытания. Тестовые испытания будут проходить в режиме прокторинга. Это система, которая позволяет дистанционно проводить тестовые испытания. То есть ребятам будут даны задания, они будут в тестовом режиме перед камерами на своих мониторах выполнять эти задания. Система позволяет по различным косвенным данным, по различным данным, которые собирает и аудио, микрофон, и камера, которая стоит на мониторе, она позволяет понять, есть ли здесь варианты того, что ребенку кто-то подсказывает, либо он это делает самостоятельно. Помимо этого, к этой системе у нас подключены преподаватели с различных вузов нашей страны одновременно. Они тоже отслеживают за поведением ребенка в момент, так сказать, теста и определяют, насколько он действительно сам это делает или не сам. После прохождения вот этих тестовых испытаний, если он проходит все нормально, все хорошо, дальше уже включаются... Помимо этих тестовых испытаний включается уже там не испытания, а кто сколько имеет баллов в рамках того, как он учился. Ну и исходя из этого набирается определенная шкала, которая уже суммирует и выдает данные, насколько ребенок проходит или не проходит. Те ребята, которые идут на магистратуру, то там уже у нас идет конкурс уже по тем знаниям, вернее, по тем квалификационным знаниям, которые у них как бы есть. Для них тестовые испытания не проходят. Те ребята, которые идут на творческие специальности по культуре, для них у нас есть творческое испытание, которое определяет сам вуз и сроки, когда они должны будут эти творческие испытания пройти. А вот скажите, интересно, вот эта система контроля, тестирования, да, о которой вы говорили, прокторинг, а вот ее как-то обмануть нельзя, например? Ну, нет, обмануть, конечно, можно все, но вероятность обмана этой системы достаточно низкая, потому что, ну, даже не потому, что просто эту систему разрабатывали ведущие вузы, насколько я знаю, эту систему у нас разрабатывали в МИФИ, и система достаточно сильная. Но для того, чтобы исключить вот вариант того, что система может быть ошибиться, поэтому я говорю, что к ней подключаются еще и преподаватели с разных вузов одновременно по всей стране, которые потом выдают свои замечания. И тогда уже окончательное решение принимается на основе того, что выдала система, плюс замечания со стороны вот этих преподавателей независимых, которые к этой системе подключены. Ну а что дальше вот после тестирования? Дальше какая процедура? Ну, после тестирования, после того, когда мы уже отдали результаты тестирования в Минобр, определили им все их документы об образовании, да, ну, то есть это аттестаты отослали туда, их участие в разных олимпиадах федерального уровня, которые они в Москве проходили, либо какие-то здесь олимпиады не местного значения, а имеется в виду те, которые российские, они олимпиады проходили. Все это отправляется в Минобрнауки, там система уже квалифицирует сама, разбивает по шкале, какая весовая доля каждого вот этого мероприятия, то есть там сколько олимпиада привнесет ему количество дополнительных баллов, сколько там его аттестат привнесет количество баллов. После этого все суммируется, и нам выдают уже после этого, вернее, абитуриенту выдают уже данные, прошел он или не прошел. Но если он прошел, соответственно, дальше идет процедура выбора вуза, ну, после того, когда ему предложат либо несколько вузов, либо там вуз там один.
на основании которого примут. Понятно, что не все кандидаты или абитуриенты пройдут испытания, да? Есть ли у них какая-то возможность, скажем, получить, опять же, место, да, в российском вузе на бюджетной основе? Какие-то другие варианты? Ну, другие варианты, они, конечно, существуют, просто я боюсь, что сейчас уже будет поздновато, но тем не менее, значит, у нас еще те правительственные вузы федерального значения, они имеют право проводить свои тестовые испытания, внутривузовские. Либо это олимпиадные испытания, либо это, ну, тестовые, реальные тестовые испытания. И сейчас к нам некоторые вузы обращаются с просьбой организовать такого рода испытания здесь, на территории республики. И ребята смогут воспользоваться этой возможностью одновременно, вот, сдав, то есть можно сдать свои документы в систему на получение квоты по нашей линии. Сейчас мы ведем переговоры с вузами, которые нам подали информацию, кто готов зайти сюда и провести тестовые испытания в очном формате. Если мы поймем, и что мы наберем здесь достаточное количество людей, которые готовы пройти эти тестовые испытания, то тогда представители этих вузов приедут сюда и под нашим контролем будут проводить в очном формате здесь уже прием экзаменов у этих ребят. И вот эти ребята тогда смогут получить дополнительные бюджетные места. И может, конечно, получиться тогда ситуация, что они получат бюджетные места здесь, но не получат у нас. Ну, то есть по каким-то параметрам, мало ли, я не знаю, так сказать, не пройдут. Другой вопрос, что здесь, когда я говорю, что под нашим контролем, мы тогда уверены, что здесь нет никаких махинаций, и что здесь все чисто, и ребята действительно, реально сдали, показали свои знания, и они смогут получить бесплатное обучение в Российской Федерации помимо наших квот, которые дает Россия. На будущее мы надеемся, что мы эту систему будем, ну, скажем так, и расширять, и улучшать с той точки зрения, что, например, мы также предполагаем в этом году провести образовательную выставку для университетов, как мы делали в прошлом году, когда к нам приехали сюда 12 университетов и показывали свои достижения. Мы также хотим и на будущий год сделать эту выставку традиционной. В этом году в рамках этой выставки финансовая академия проводила здесь олимпиаду очную, призеры которой смогли получить бюджетные места для обучения у них. В этой финансовой академии это тоже бюджетные места российские, они тоже бесплатные. И также мы сможем, надеюсь, организовать до того, когда завершится квотная кампания, проведение вот этих вот отборочных испытаний у вузов для ребят, что увеличит количество возможностей для ребят, помимо вот тех квот, которые выделяет Россия. И они смогут также обучаться бесплатно на этих бюджетных местах. Я вот просто единственное, что хотел все-таки акцентировать внимание, знаете, на каком моменте? Относительно того, что вот когда мы с вами говорили по поводу вот этих 32 квот, которые идут по линии гражданской авиации. Значит, почему я на этом делаю акцент? Я делаю акцент, потому что это у нас так называемые целевые квоты. То есть в рамках этих квот ребята поедут учиться в конкретные вузы. Там нет отбора, что я вот туда попаду, либо не туда попаду. Там идут конкретно вот в эти вузы. И эти целевые места у нас, они сформировались на основе запроса со стороны Республики Абхазия. И мне бы хотелось бы, с одной стороны, ребят призвать, чтобы они все-таки приходили на эти места, потому что, уверяю вас, те, кто получает техническое образование, это не значит, что он должен в будущем обязательно быть технарем. То есть техническое образование, оно позволяет ребятам дать, по крайней мере, структурированный взгляд на жизнь, и они смогут свои знания применять в любой области. Но если мы в этом году не сможем на эти места выбрать целевые, то мы сможем эти места потерять. То есть это, если, например, по другим квотам, в рамках квотной кампании мы не набираем по каким-то направлениям, то мы можем оперативно эти квоты переформатировать и дать на другие направления. Что касается целевых, если мы их не выбираем, то тогда Миноборнауки у нас их отбирает, и мы, к сожалению, не сможем их перебросить на другие, мы просто-напросто эти 30 квот потеряем, и количество квот в Республике Абхазия уменьшится.
Дмитрий Геннадьевич, мне остается вас поблагодарить. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам.